Изготовление истингов – работа кропотливая. Вначале валяют овечьей шерстью, затем на высушенный войлок наносят орнамент и делают вырезы. Сейчас самые опытные мастерицы, ученицы Зайнаб Дзараховой, собирают ковер. Над ним они работают не меньше 2 месяцев, чтобы перенести истинг, запечатленный на старой фотографии, в реальную жизнь. Здесь очень древние мотивы. Вот, рогообразные, это и зооморфные, антропоморфные, это позже потом перекликается с растительными. Здесь же о мироздании, вот что-то хотелось мастерам сказать. Но сегодня мы ничего не меняем, мы стараемся сохранить, как это говорил в свое время Ахриев Хаджибекар. Это первый профессиональный ингушский художник, который в рамках работы с экспедицией делает эти зарисовки. И вот он даже говорил мастерицам, когда они работали, только не меняйте сюжеты, вот оставляйте их такими, какие они есть. Так, Зайнаб Дзарахова не только обучает древнему искусству ингушских рукодельниц, но заодно и проводит большую научную работу. Этот войлочный ковер должен пополнить выставку по следам старинных фотографий. Открылась она в Республиканском доме народного творчества недавно, поэтому здесь представлено всего несколько экспозиций. Для этнографа это выставка выражения и популяризации всей культуры в орнаментах и образах. Задача собрать не только те, что имеются орнаменты, но и те, что хранятся в музеях, в российских музеях, в частных архивах. Давно была поставлена эта задача, мы собирали, и сегодня более 67 ковров у меня из старинных фотографий. Некоторые образы перекликаются, но нам стало интересно сегодня создать выставку, где мы бы представили ковры, которые собирали именно по следам старинных фотографий. Фотографии, с которых срисовывают орнаменты, собирали из частных и государственных архивов. В этом направлении Зайнаб Дзарахова, как доктор исторических наук, проделала немало работы. Каждая экспозиция на выставке имеет свою историю и значение. Первая ковровая экспозиция называется «Буру». Автором орнамента является Видзи Жвахази. Она сделала ковер еще в 20-х годах прошлого века для своих сыновей. Ковер, он представляет нашу культуру как бы образами своими. Вот если вы обратите внимание, это и образ орла, который у нас почитался всегда, птица гордая, сильная. И мы сегодня видим в государственной символике этот образ. И вот эти вот крюки, которые говорят о характере народа. А мы знаем, что народ очень древний, он чаще использует рогообразные такие вот орнаменты в своих полотнах. И вот эта центральная позиция ковра, она тоже очень такая с характером, жесткая и харизматичная. Работают над ковровыми экспозициями лучшие мастерицы Зайнаб Дзараховой. Всего у этнографа около 40 учениц. Самой старшей 70 лет. Медина Имагожева тоже участвует в создании выставки. Войлочным искусством она занимается вот уже 5 лет. Быстро втянуться в процесс ей помогло знание швейного дела. Сейчас Медина работает над созданием подседельных войлоков. Я сидела, делала ковер Зайнаб Дзараховой. И он подошел, и он говорит: ой, говорит, а вы, говорит, такие вещи, говорит, делаете? Я говорю: да. Он говорит: а мы, говорит, вот подсидушники, говорит, в другой республике заказываем. И я решила, думаю, дай-ка я попробую. Может, я тоже смогу это сделать. Сделала такие маленькие орнаменты нашу символику. И все пошло на ура. Вам не понравилось? Да не просто понравилось. Там не просто было понравилось, там один за одним стали ходить и начали заказывать. Впереди у мастерской «Истинг» еще немало работы. У Зайнаб порядка 100 фотографий с ингушскими орнаментами, которые этнограф хочет перенести в коллекцию. В планах пополнять выставку по одной ковровой экспозиции каждую неделю. Хава Газикова, Мухаммад Дарсигов. Новости 24.